Игорь Леонидович Кызласов – известный российский археолог, проводивший раскопки в центральных регионах России, Хакасии, Туве, Якутии, Таджикистане, Болгарии, на Алтае. Древности значительной части евразийского континента знакомы ему не понаслышке. Но, конечно, фокус его научных интересов никогда не отклонялся от археологии Центральной Азии, особенно родины его предков. В 2021 году Игорь Леонидович был удостоен Государственной премии Республики Хакасия. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН, почетный доктор Евразийского национального университета имени Гумилева, почетный доктор Башкирского государственного университета, заслуженный деятель науки Республики Хакасия Игорь Леонидович Кызласов продолжает нас знакомить с тайнами истории. История кыргызского каганата, охватывавшего в пик своего могущества огромную территорию от гор Тяньшаня до Маньчжурии, хорошо описана в научной литературе. В ней же присутствует застарелая полемика вокруг соотношения этнонимов «кыргыз» и «хакас». Кыргызы были аристократическим родом древних хакасов. Так же, как аристократическим родом были ашина у народа тюрк, тут я говорю о конкретном народе, так же, как был династийный род яглакар у уйгуров, вы знаете, и никто из правителей не мог выйти из другого рода. И даже эту традицию неудобно называть династийной, потому что и европейские историки, и китайские историки привыкли к династиям, которые сменяются. Здесь менялись лица, но не менялся правящий род. Это был династийный род. Это особенность раннесредневекового государства тюркоязычных народов. Поэтому и в письменных источниках часто возникает политическое определение. Говорить о кыргызском государстве можно, как о политическом явлении, потому что правил род кыргыз. И главное, в чем эта опасность, это возникает возможность спутать с большим среднеазиатским современным народом киргизов, которые в святой уверенности, что они пришли с Енисея, пребывают до сих пор. Но это наивные представления, романтические. Это их имя с Енисея. Потому что, когда они попали во власть под Кыргыз-Кагана, вот применяю ваш термин, то они стали подданными Кыргыз-Кагана. А вы знаете, и на примере, например, болгар дунайских, что пришедшие тюркоязычные аристократии древних болгар со Спарухом во главе, они ассимилировались в славянском отношении полностью, стали славянами по языку, но имя аристократическое перешло на совершенно иной по происхождению народ. Это обычная история. Этноним передается с народа на народ через политическую линию. Пожалуйста, вы сами знаете. Почему путали? То венгров называли башкирами, то башкир венграми. Да потому что там, видимо, было одно государство, какое-то политическое образование, которое одни именовали так, потом так и так далее. Общность привела к путанию этнонимов, потому что мы знаем, что если написано «башкиры», а речь идет о венгерской культуре, то это, мягко говоря, ошибочно. Это же везде. Это очень распространенное явление. И вот, когда вы говорите о кыргызском каганате, то это земли, которые правят кыргызы. Так кыргызы были правящим родом со II века до нашей эры. Мы это знаем благодаря летописям гунской эпохи. А потом, когда, допустим, пришли вот отряды первые русские, и мы готовы платить дань, пожалуйста. Все наши подданные будут платить дань. Приносим клятву. Дед говорит, нет, не так. Все мужчины будут платить столько совалей, и вы тоже. Как мы тоже? Мы же кыргызы. Мы никогда никому дань не платили. Это произошло еще через 1000 лет, да? И дальше они взялись за сабли. Почему?
Да потому что русская власть не знала, что такое правящий род, и не могла этого учесть. А потом узнала, и значение это понято было, и они признали телеутов правящий род Алтай, и Алтай был в одночасье мирным путем присоединен. А с Хакасией рубились до 1718 года при основании Томска в 1604 году. Вот вам, пожалуйста, хронология. Больше 100 лет. В 1990 году Игорь Леонидович защитил докторскую диссертацию «Рунические письменности евразийских степей. Проблемы источниковедения». Затем были изданы монографии и статьи, посвященные проблемам происхождения, видов и назначения древнетюркской руники, то есть архоно-енисейского письма. Во-первых, я прежде всего могу вас поздравить нынче в августе месяце. 300 лет открытия рунического письма тюркских народов. Даниил Готлиб Мессершвит, вам известный, в августе 1721 года, перевалив через Кузнецкий Алатау, увидел на хакасской речке Уйба первую стелу, покрытую вот этими рунами. И поэтому возникло понятие «енисейское письмо», ибо кто это, какой народ оставил, было неизвестно. Опять географический термин. Через 168 лет, в 1889 году, публицист и основоположник сибирского областничества Николай Ядринцев обнаружил на реке Архон в Монголии 2 больших обелиска, также испещренных неведомыми знаками. Чести их дешифровки через 4 года удостоился датский лингвист Вильгельм Томсон. Поскольку каменная стела являлась билингвой, на которой тюркский текст сопровождался китайским переводом, датчанину удалось прочитать загадочные письмена. Оказалось, это были панигирики в честь деятелей второго восточно-тюркского каганата Бельге-Кагана и Кюльтигина с описанием их деяний и ратных подвигов. Вслед за этим тюрколог Василий Радлов перевел другие надписи на берегах рек Архон и Енисей, после чего они получили название архоно-енисейских рунических памятников древнетюркского письма. Эта письменность была забыта после монгольского удара. Вот это монгольское нашествие, вы сами знаете, они умели делать свое дело, и вот эта письменная культура ушла. Но она существовала. Мы знаем точно датированные памятники с 8 века, я сейчас говорю про Сибирь. 8, 9, 10 и 11, то есть не меньше 400 лет, 4 века, то есть каждый на 4 поколения, да, 4×4, не менее 16 поколений живших там людей пользовались этим письмом. Оно названо было не руническим. Сам Мессершмитт написал, что это похоже на руны. Он образованный европейский человек, знал германские руны. И из-за того, что это прямолинейное письмо, а не связанное слитное написание, он так сравнил. Но это условное название прижилось. Другое дело, что когда вы говорите «руническая письменность», то могут подумать, что вы о германском письме говорите. Поэтому мы добавляем древнетюркское. Понимая понятие тюркской как лингвистическую группу тюркских языков, а не народ тюрк. Народ тюрк пользовался архонским письмом. Теперь о том, эти родственные по происхождению алфавиты, енисейские, архонские, они, тем не менее, отличаются друг от друга. В енисейском есть некоторая небольшая группа знаков, которые вы никогда не встретите в архонском. И также в архонских, которые не будет в енисейском тексте. То есть это самостоятельные письменные системы, разобщенные в данном случае уже, но имеющие общее происхождение. И результат такой. Эти письменности и в том случае, и в другом случае были официальной государственной письменностью. Эти в древнехакасском государстве, енисейские, а архонские в тюркском каганате и затем в уйгурском каганате. А затем в Восточном Туркестане, вы знаете, когда уйгурский каганат был разбит, то туда часть населения бежала, и там было уйгурские княжества, которые тоже пользовались архонским, поздним вариантом архонского письма, уже уйгурским, а не тюркским. Руническое письмо передает особенности звучания тюркских языков
точнее, чем современные все письменности, чем арабское письмо, чем кириллица. Но только лингвистические специальные знаки применяются профессионалами, они дают языковедам возможность точно записать. А руны эту возможность предоставляли в очень большой мере. Поэтому и решили, что требовалось знание тюркских языков. Но если мы посмотрим не на эти черты, а на те, которые несет само письмо, прежде всего, есть две рукописи, где они записали свои алфавиты, выучивая рунические письмена. В одном случае даже буквы пояснены манихейским письмом, которое читаемо. Ну, там «М», допустим, это, или «М». Ну, там под каждой буквой есть или название буквы, или ее произношение. Вот. Люди учили руническое письмо в алфавитном порядке. Значит, если вы посмотрите, каждый алфавит содержит историю своего происхождения. Русская азбука А, Б, В, Г, Д, латиница альфа, бета, гамма и греческая, да? А возьмете арабское, будет альф, бет и так далее. И мы понимаем, что будь это арабское письмо, будь это латинское письмо, будь это русская кириллица, у них у всех исторический корень один. Потому что сохраняется азбука. Иначе как вы ее будете учить, если вы все время по-разному будете записывать? Следующая вещь состоит в том, что в древности и средневековье письменность не существует, вернее, изначально неотделимо от религии. И это Божий дар письменности. И прежде всего родевает, так сказать, жречество. Вот. И поэтому вы там менять ничего не будете. Это вам сверху истину Господь подает. Вот. И когда вы видите вот эти два обрывка учебных записей рунических, то вы встречаете не так, как мы пишем, А рунами так, Б рунами надо так, а как они писали. И порядок знаков не имеет аналогии. Пока, по всяком случае, мы и не знаем. Больше того, они группируются в азбуке по две. И там своя ритмика существует в записи. И так перед нами... А где вы видели азбуку, чтобы, во-первых, по две буквы, а во-вторых, там слово «разделы» после каждой пары стоит? То есть особые правила записи алфавита есть. Повторяю, аналогии нет. Вопрос происхождения древнетюркской письменности до сих пор является загадкой истории. Загадочна не только форма начертания знаков. Загадочно само появление в восточной части Евразии, знавшей только иероглифы, алфавитные системы письма. Тюркоязычные народы находились в непосредственной близости от Китая, поэтому логичнее было бы ждать от них адаптации китайской письменности, как это сделали соседние с Поднебесной народы – японцы, корейцы, вьетнамцы и другие. Однако тюрки имели собственное оригинальное письмо, что говорит о радикальном отличии их культурных паттернов от дальневосточной цивилизации. Долгое время считалось, что в его основу был положен сагдийский алфавит, то есть письменность ираноязычного населения Сагдианы, исторической области в междуречии Амударьи и Сырдарьи. Но сегодня эту теорию можно считать устаревшей. Сагдийское письмо не годится. Во-первых, потому что не тот. Но была ведь высказана идея, что сагдийское, там всего 24 знака, а в поэте азбуки получилось не 36 знаков, как Томпсон, или 38, а там 42 или 46 знаков. То есть мы начинаем понимать, что часть знаков не употреблялась ко времени, когда к тем памятникам, архонским, которые дешифровал Томпсон и Радлов. Вы понимаете тогда, что перед вами письмо, в котором мы не знаем аналогии, которое сохранилось из какой-то древности благодаря тому, что тюркские народы его заимствовали, не изобрели. Потому что письма справа налево – семитский принцип письма. Обозначение в рунах вы сами знаете, некоторых звуках одной буквой, двух звуков, например, О и У одной руной обозначается, и Ö и Ü тоже одной руной. То есть какой-то из этих звуков не существовал в языке, который это письмо для себя создавал когда-то. Но индоевропейские языки имеют эти два
звука. Протюркский язык, как он восстанавливается, имеет оба звука. А какое имеет одно? Древнесемитское языковое состояние не знает парности губных, как говорят лингвисты, о и у, а знает один звук. Не парности и у, а знает один. Так что это опять показывает нам, так сказать, насемитскую природу той речи, для которой создавался когда-то алфавит. Есть еще несколько подобных показателей, не буду вас уводить в эту даль. А азбука содержит свою историю. И мы видим, что эта история, во-первых, восходит к слоговому письму, а слоговое письмо в истории человечества вышло из употребления в X-IX веке до нашей эры, суммарно говоря, понимаете? То есть к эпохе бронзы. И когда его заимствовали, между прочим, тогда только в условиях вместе с религией. Какой религией? Тюркские народы просто выбрали из письменной древности те, которые действительно лучше передавали возможности записи языковой. Соответственно, выбрать – это уже большое знание. И, наконец, оно же дальше развивалось, совершенствовалось. Все слоговые знаки потихоньку из него уходили. И руническая письменность, уже азиатская, древнетюркская, как угодно называйте, она шла к настоящему алфавиту, где один звук, один знак. Но сохранялось слоговое письмо, например, для буквы «К» 5 знаков рунической письменности. У вас «К» твердое, вот как я говорю, для слога с твердым гласным, «Ке» или «Ки» для мягкого, для «К» с «ы», кызласов надо было писать через эту руну, да? У вас «К» с «о» или «у» и «К» с «э» или «ü». Это же все гласные, которые существовали, у нас осталось от слогового состава письма вот этот ряд связан. Почему остался? Вопрос другой. И тогда вы понимаете, что не изобретено перед первым тюркским каганатом это письмо, там, допустим, как и люди считали, историки и лингвисты, я имею в виду, что это очень длинный период жизни этого письма, и есть несколько этапов. И на каком этапе заимствовали тюркские народы и стали применять к своей речи, и где заимствовали, и когда заимствовали, мы не знаем. Вдруг появляется архонское письмо. Только в VIII веке. У нас нет пока датированных более ранних. Енисейское только с VIII века. Хотя мы видим, какая древность должна. У нас есть скрытый период существования, который мы не видим конкретно. И архонского, и енисейского письма. И мы видим только, когда они пришли на мемориальные вот эти камнеписность приобрели на мемориалах. Факт наличия у древних тюрков алфавита – явление сугубо западного, внеположного китайской иероглифике, а также данные языка, фольклора и археологии позволяют предполагать, что тюркский культурно-исторический комплекс был крайней восточной периферией западного мира. Культура тюркоязычных народов, которая оказалась географически близка Северному Китаю, это самый восточный язык западноазиатской культуры. Сожжение мертвых, которое у тех самых кыргызов, а потом и у всех древних хакасов вслед за правящим родом, распространилось и было вытеснено только русским православием в XIX веке. Но кто у нас сжигает мертвых? Индоевропейцы, римляне, германцы, ранние славяне. Значит, контакт был настолько мировоззренчески сильный, что даже распространился на погребальный обряд. И не у одних древних кыргызов, которые мы гингунями называем по раннему чтению, да и чтобы не путать с поздними употреблениями этнонима. Но ведь и Ашина, вы же помните наверняка, сжигали своих мертвых еще в VII веке нашей эры. Значит, это, во всяком случае, у аристократических родов продолжалось
Ну, основное население народа тюрк хоронило тела с лошадью, женщин с конем хоронили, ребенка, а вот аристократов только ашина сжигали. Мы знаем указания китайских летописей по годам. Так вот откуда это пришло? Это пришло от контакта с индоевропейцами. Письменность от контакта с каким-то семитоязычным народом. Или письменность семитского происхождения была взята не у семитского уже, а какого-то другого народа. Так сказать, эстафета получилась. И так потихонечку разбираясь, мы видим, что Северный Китай – это вовсе не первая прародина, так скажем, а поздняя прародина тюркских народов. А первая была где-то в Западной Азии, говоря суммарно. Потому что там происходил контакт или с семитскими народами, и с индоевропейскими народами. И потом они продвигались на восток и оказались в Китае. И потом их на север вытеснили гунны или переселили сознательно. Потому что первые достоверные тюркоязычные памятники, тюркоязычную культуру, достоверную, мы знаем только в Южной Сибири, на Среднем Енисее и Верхнем Енисее, в Туве. Но на Алтае, наверное, тоже было, но мы пока не знаем. А все остальные романтические истории, кто Ацаков, Исааки якобы тюркоязычный, это все, я бы сказал, поэтические мечтания о прошлом, но не фактически доказуемая гипотеза. Есть и другие доказательства такое уже, если мы перейдем к содержанию терминов, которые рунические надписи. Например, все строительные термины, их немного, но все они связаны с глинобитным строительством. А это, извините меня, не войлочные юрты. А армия, которые термины, связанные с войной и с войском, они нам показывают пехоту, вооруженную копьями. А где же всадничество? А глинобитное строительство могло ли возникнуть в степях вот так? Нет, оно опять где-то на Переднем Востоке. А потом оно приобрело формы турлучных ли домов, которые вам известны, по этнографии башкирской. Или срубов, которые, ой, как хватает в башкирском домостроительстве. И где тогда кочевые башкиры? Если вы рубите из дубов свои жилища, ну-ка погуляйте по воле с такими домами. То есть, конечно, кочевое скотоводство было у башкир, никакого сомнения. И коневодство знаменитое. Но это была одна из отраслей сложного, как у нас говорят, комплексного хозяйства. Была и оседлая культура, зимники в избушках, чувалы или как суал, по-моему, как-то так звучит башкирское имя для камина. Так это собственный камин и так далее. Такую конструкцию не знают другие народы рядом, но на восток идет он вплоть до Енисея. Этот камин по-хакасски звучит сол. Правда, узнаваемо, сопоставимо. И так мы с вами понимаем, что да, может быть, это еще более древняя система домостроительства, но она вошла естественным образом, была впитана культурой башкирского народа и стала своей. Но собственное слово «город», которое есть в рунических смах, балык, а бал – это глина. По-русски надо какое слово сказать? Город – это русское защищенное место, понятно по-русски, да? А надо сказать вместо городище – глинище или что? И армию мы получаем, пехоту, вооруженную копию. Нету слова для конного войска одного, у этого народа древнего. У оседла, казалось бы, всегда оседлых народов есть русская конница, и вам понятно, кавалерия европейская, и вам понятно, а в рунических памятниках атлых сю. Сю – это войско, а атлых вам переводить не надо. Буквально имеющего коней. Значит, само понятие войска не предполагает конного формы борьбы, да? И у нас есть имеющие коней войско и не имеющие коней войско, а войско так и остается войском. Понимаете, в какую древность нас уводят, да, не описание летописей, кстати, всегда чужих,
А собственные, так сказать, по языку, не очень древние памятники. 8 век – это не такой древний, но зато они сохраняют и речь, в которой заложены, и письмо, в которой заложены очень древние представления, и отражаются они ярко и надежно. Вот так получается. Тюркские народы – это в первую очередь лингвистическая общность, объединяющая, в общем-то, разные по происхождению народы, предки которых некогда восприняли тюркскую речь. Этому способствовали удивительная простота и функциональность тюркских языков, а также их государственный статус в различных имперских образованиях прошлого. Вы сами понимаете, что тюркских народов очень много, и они занимают очень большую площадь на земной поверхности. Но вы же понимаете, что это не от того, что тюркские народы плодились быстрее других, а побеждал язык. Мы должны говорить о тюркизации, которая происходила, вот как вы говорите, Иран или до этого Средняя Азия почти сплошь была ираноязычной, теперь остались одни таджики. Понимаете сами? Это тюркизация, переход на тюркский язык. А мы так не воспринимаем. Мы думаем, это замещение произошло народа другим народом. Неправда. А на язык вы переходите всегда правящего государства. Отсюда, например, тот же механизм распространения для всех нас удобный русского языка. А тогда было удобно применять тюркские языки. А до этого сагдийский язык, а у кого-то китайский. Это чисто, будем говорить, историко-политический механизм распространения этой речи. Мы благодарим Игоря Леонидовича за интереснейший рассказ и желаем ему еще долгих лет активной научной деятельности.